Эти произведения искусства, крымско-татарские пояса Кушахлар, своими руками создает историк, коллекционер и реставратор Александр Диффенс. Его красивое увлечение началось много лет назад. По картам смотришь, где старые были деревни, они распаханные же сейчас все. Была целина, условно говоря. Лежали там эти предметы без доступа кислорода и всего прочего. Они могут там лежать 1000 лет. Но когда трактор уже распахал, все эти предметы вылезли наверх, и они начинают окисляться, начинают гнить. А мы нашли, отреставрировали эти вещи, и их могут теперь люди увидеть. Целый пласт истории. Одна из самых частых находок – это детали наборных поясов, либо так называемые тренчики, либо целые пряжки. Это очень красивые изделия, орнаментированные различными узорами. Попадалось много различных каких-то вот деталек бронзовых. Сначала мы даже не понимали, что это такое. Вот. А потом, когда их складываешь вместе, ну, получается, вот как бы это оказывается части металлического пояса крымско-татарского. Это реально красивые вещи, которые, ну, очень интересные. Орнаменты, естественно, даже сразу заинтересовался там как бы, а что нарисовано. Вот пряжка к пряжке, тренчик к тренчику, вот собирались вот пояса, и ты смотришь, ну, это красота бесподобная. Пояса отличаются по размеру и форме, что говорит об их огромном разнообразии в старину, а большое количество находок о том, что носили их массово. В каждой семье у всех был свой пояс. Пояса, ну, это такой целый мир, как бы, это, они как оберег были, как украшение. Они показывали статусное значение человека. Они показывали вплоть до того, какому роду принадлежит. Мы их находим не в каких-то там столицах, а вот какая-то была там по селу, там стояла деревушка 5 домов. Ну, о каком там богатстве. Но, тем не менее, вот эти пояса, детали от поясов там тоже есть. То есть носили все. После многолетних исследований Александр Диффенс пришел к выводу, что крымские татары первыми стали делать наборные пояса. И лишь через пару веков подобные украшения начали появляться у других народов. Пока весь мир, извините, подпоясывался веревками и тряпочками, вот крымские татары уже ходили вот в таких красивых металлических поясах. И вот это меня больше всего поразило. И как бы, ну, мне хотелось бы, чтобы это как бы отразилось, не кануло в лету, отразилось в истории нашего Крыма. Сегодня в коллекции Александра Диффенса крымско-татарские пояса 16-18 веков. Каждый кушак – гордость и большая ценность коллекционера. Мода на вот эти металлические пояса, именно вот цельно такие литые, была около 300 лет. После 18 века мода трансформировалась, немножко они видоизменялись. До 18 века пряжки такие цельнолитые были, то там уже позже их прорезные стали делать. Во времена Крымского ханства украшения, в том числе кушахлар, создавались из латуни. Своя мастерская была в каждом крупном селении. Изготавливались такие пояса методом воскового литья. После отливки детали покрывали оловом, что придавало изделию вид серебряного. Затем с помощью пассирования им могли придать красноватые или зеленоватые цвета или оставить в цвете латуни, имитируя золото. Вот эта латунь, да, она покрыта оловом, отполирована. И вот вполне себе красивый серебряный получается пояс. Вот этот пояс найден в горах в районе села Земляничное. Потом, я вам скажу, это была самая популярная именно вот эта модель. Потому что вот таких деталек очень много попадается. Очень много. В этом поясе порядка там 200 деталей, можете себе представить. 200 деталей. Он настолько гибкий, эластичный, как будто бы он не из металла, а из ткани, понимаете? Это все за счет вот такого количества мелких деталей. Вот этот вот, например, пояс, ну как пояс, ну кожи не было, естественно, никакой. Вот он найден на зольнике. Просто было все вот кучкой такой вот, кучка деталек была. Это я уже на коже его одел. Находки вдохновили коллекционера на реконструирование и копирование крымско-татарских поясов. Он создает кушахлар по старинным технологиям. Вот этот пояс, он реставрирован по деталям. Была найдена вот такая пряжечка поломанная. Частично пришлось ее доработать полимерной глиной, запечь, чтобы она затвердела. И потом уже с нее делалась как бы копия.
По мнению коллекционера, крымско-татарские пояса – это шедевр, достойный уровня всемирно известных музеев и самых крутых мировых брендов современной моды. Хотелось бы это вот возродить. Вот чтобы люди носили появление и создание вот этих поясов. Это говорило, естественно, о каком-то чувстве прекрасного. Мне кажется, это очень важно, чтобы это сохранилось потомкам. Потом, ну, как крути не верти, крымско-татарский народ в свое время пострадал и утратил часть истории, без вины. И вот это вот вернуть часть истории –